В современное время в нашей стране женщина может быть не только хранительницей очага, но и гордостью и достоянием нашей страны. Но как происходит эта трансформация от обычной женщины до выдающейся и востребованной спортсменки? Об этом мы поговорим с Сабиной Тюряевой. Сейчас ожидаем нашу героиню, ждем ее, когда она подойдет. А вот она уже подходит. Давайте вы обо всем мне расскажете за чашкой кофе. Поехали. Что, Сабин, как вы? Расскажите, как ваши дела? Все хорошо. На сегодняшний день занимаюсь, получается, своей семьей, тренирую своих учеников, полностью посвящаю себя своей семье пока. Вот вы одна из востребованных спортсменок. В 2015 году вы стали спортсменкой года. Вас называют достоянием Таджикистана. И вот со стороны всегда кажется, что ничего такого, вот все и так удалось хорошо, все так легко у нее. Но каждый такой вот успех стоит какого-то большого труда, непосильного. Каков был вот этот вот ваш путь, который привел вас к этому успеху? В первую очередь, я горжусь тем, что я являюсь лучшей спортсменкой нашего Таджикистана, потому что это был проделан очень большой труд и немалые годы, чтобы достичь этих своих целей. Я не жертвовала ничем, но я ставила перед собой цели. Бывало то, что я отказывала даже, когда, например, мне нужно с подружками где-нибудь погулять или пойти там на улицу погулять 3 часа. Да. Я этим, может быть, жертвовала, но я понимаю, что я достигла тех больших высот, перед собой которых я поставила. Я стала лучшей спортсменкой в 2015 году, в 2011 году, в 2008 году. Мне кажется, это важнее всего в жизни. Это же внутри нужен такой стержень, что у меня есть другие цели, у меня есть спорт, я буду ходить вот на спорт, заниматься спортом, у меня есть цели выше. Наверное, это зависит от семьи, потому что я выросла в той семье, где родители, получается, в спорте были всегда лучшими. Потому что даже когда мой папа тренировался боксом и кикбоксингом, бывало дни, когда он не ходил на тренировки. Он дома включал музыку, утром настраивал себя на тренировку и тренировался. Каждый его удар, который он бил, мы восхищались и смотрели, думаю, мы тоже хотим, как папа, научиться так же бить. Внутри вот это уже появляется, вот это, я не знаю, спортивное, наверное, увлечение, что ли. Что даже когда звали на улице, и мы все говорили, мы не хотим на улице, мы хотим тренироваться с папой. Папа нам, получается, показывал удары, а мама, получается, нам объясняла, как их правильно бить. Не было такого, чтобы мама говорила, нет, это девочки, нельзя это все. Мама и папа, получается, воспитывали нас, наверное, спортивный дух.
Ага. потому что они сами были спортивными, и все у нас получалось в спорте. У нас 4 девочек в семье, пацанов у нас нет. И мы все становились за папой и все повторяли. И вот так все у нас началось. А получается, это долгие годы, папа на протяжении долгих лет мы повторяли за папой. И мы почувствовали, что у нас уже получается с каждым разом все лучше и лучше. С чего у нас началось? Однажды, получается, в школе, когда мама за нами очень ухаживала, особенно за нашими волосами. У нас длинные волосы до пояса всегда были. А в школе у нас был, получается, как это все называют, шефом школы. Ага. Он ко всем придирался. Он каждому хотел, чтобы дать понять, что он лучше всех, что лучше его нет. Ну, есть я, такое, естественно, да. получается, когда проходила мимо, я чувствовала, что у него глаза горят, и он хочет и даже меня задеть. Ага. Но я была спокойная в школе, никогда никого не трогала, никогда не лезла в драки. Я при этом чувствовала, что я внутренне, получается, намного сильнее духом, чем остальные, даже Ага. чем он. Ага. Я ага. могла себя контролировать. Я мимо проходила. Я чувствовала, что он что-то мне говорит, задевает, но я проходила мимо, не обращая на это внимания. Но был такой момент, когда у меня мама мне заплела косички длинные, и я прохожу мимо, и он начал дергать меня за косички. Я почувствовала такую сильную боль, что я уже не смогла себя сдержать. Я повернулась и дала ему сдачи. Я его начала бить до тех пор, пока он не заплакал и не отошел от меня. Это сдержанная Сабина. Так, Это это было- надо так довести Сабину. Это он меня так довел, наверное. Это получается не вот раз-два, а получается уже в протяжении, наверное, месяца, наверное. Но мы старались, чтобы нас никто не трогал. Да. И мы никого не трогаем, и Да. нас никто не трогает. А тут он меня довел до такой степени, что я уже не смогла себя контролировать. Я ему дала сдачи. Когда уже я пришла домой, он начал плакать. Я увидела это, успокоилась, и у меня страх появился. Я пришла домой, я хочу рассказать маме, но при этом боюсь. То, что вы меня обучаете дома, я ему ответила, не хотела сказать. Мама, естественно, когда услышала, немножко расстроилась, говорит, а вдруг он тебя поймает где-нибудь и также У нее ответит испуг тебе. Да. просто. С папой они поговорили, получается. Потом папа поехал на работу и увидел своего друга. У нас на 4-м этаже жил, получается, чемпион мира Икром Гафуров. Мгм. Он занимался тэквондо. Также он начал рассказывать, ему папа рассказывает и смеется, но при этом чувствует, что как теперь отпускать свою дочку в школу, вдруг он где-то поймает. Да. И он предложил, говорит, может, вы отдадите в секцию тэквондо, где, говорит, девочки будут уже более развиты, не развиты, а более, получается, увереннее в себе. Ага. Они уже будут спокойно за себя постоять. Ну, я и до этого могла, но так уже более папа, наверное, будет спокойнее. Получилось так, что мама с папой договорились, поговорили об этом, нас спросили, мы все мы не понимали, что такое тэквондо тогда. И все вчетвером Мы все согласились. вчетвером согласились, потому что, получается, когда видя отца, мы восхищались. Ага. Получается, и мама к нам присоединялась. Если папа что-то показывает, мама показывает и при этом объясняет, как это правильно выполнять. У нас была спортивная семья, можно так сказать. И после, когда мы начали ходить на тренировки, я чувствую, что, получается, все девочек много было. Я начала стесняться в первые дни, потому что первый раз я начала А тренироваться. в чем было стеснение? Не знаю, наверное, то, что у всех получается. А, в а вы тэквондо. новенькая. Я новенькая, да. А. Мне вот это чувство никак не нравилось, получается. Я не могла перебороть, что ли, вот это. Ага. И посмотрю, папа говорит, я с вами буду тренироваться, говорит, если что-то... Чтобы вы, Да. чтобы вы себя спокойно, некомфортно да, не чувствовали. спокойнее себя чувствовали. Я смотрю, папа начал ходить, мы как-то немножко начали видеть отца и начали еще больше быть Ага. уверены, что, ой, папа здесь, значит, у нас все Всё будет получится, получаться. да. И как-то вот так мы уже в протяжении, получается, где-то месяц, 2, 3 ходили. Ага. Но при этом не было такого, чтобы мы пошли на тренировку, потренировались и на этом забыли. Нет. Мы, если тренировались, каждую тренировку папа видел глазами, запоминал, приходил домой. Так, становитесь, говорит, вы вчетвером. Вот этот удар у вас не получается, давайте повторять дома. Но первые дни мы говорили, ну зачем? Говорит, у нас же получается. Он говорит, нет. Вот он начал нас исправлять, каждый удар. Мы почувствовали вот этот вкус. Если мы начнем, получается, более упорно тренироваться, то у нас будет еще быстрее получаться. Ага. И мы будем успевать во всем спорте, получается. А сейчас вы сами мама, у вас 2 сыновей. Вы также их воспитываете? Я вот стараюсь, чтобы мои дети не только могли за себя постоять, но и были, получается, духовно
духовно как-то сильными, Ага. чтобы никому никогда не нуждались. Они ходят уже на спорт? Получается, у нас маленькие, он и дома тренируется, мы их дома так тренируем То для есть себя, но я их не заставляю. Ваша история повторяется, я так Получается понимаю. так. Но мне кажется, тот, кто и в спорте лучше, и в учебе становится всем. лучшим. Вы же стали в третий раз чемпионкой мира, когда вы уже были мамой. Да, где-то месяц решалась, если честно, оставлять, чтобы своего ребенка и полностью заняться собой. Получается, в 2015 году, когда мне муж предложил, говорит, может, ты начнешь для себя тренироваться. После рождения нашего первого сына Ага. я потеряла 10 килограмм. Я весила 54, Похудели. похудела, то есть, да. 54 весила, а потом уже начала весить 45. Мгм. Вес не набираю, я начала качаться, может, думаю, мышцы покачаю, Да. может, это вес наберу. Но я смотрю, вес не набираю. Как-то муж, получается, тренировал сборную, и он предложил, может, ты начнешь ходить на тэквондо? Может быть, вот это тебе и не хватает? Мы посмеялись, позавтракали, я говорю, начну. Я думаю, может, он шутит. Но смотрю, он уже неделю мне говорит об этом, что начни Да. для себя, вот Ага. просто для себя, не для того, чтобы выступать. Ну, я послушалась его, думаю, почему бы нет. Первые дни я начала с ребенком ходить на тренировку. Ага. Мы проходили на тренировку вместе, он рядом гуляет и поиграется, а я вместе тренировалась с мужем, получается, он сборную готовил Ага. к чемпионату. Мгм. Я смотрю, все готовятся, но я начала повторять за ними. Первую неделю я начала немножко так, поначалу так легко, потому что 4 года перерыв был, я не стала сразу же начинать, но через месяц я почувствовала, что я, получается, с ними наравне все выполняю. И я смотрю, что я от них не отстаю, я не уставала. Я также пыталась, получается, как и они, повторять все удары. Если вот 20 ударов надо ударить, я все 20 бью и не устаю. И муж, посмотрев на меня, предложил мне, говорит, может, ты начнешь тренироваться, может, говорит, выступишь на республиканском чемпионате? Ага. Мы посмеялись, он говорит, я не шучу, говорит, я смотрю на тебя и вижу результат. Тогда президент федерации тоже, увидев меня, сказал, Сабина, я вижу, говорит, то, что у тебя все получается, и ты спокойно сможешь, говорит, выступить. Я, во-первых, услышала их, я поняла, я сделала вывод себе, что да, вдруг у меня получается, но при этом вдруг на соревнованиях у меня не получится. Например, я подготавливаюсь, у меня все получается, а это одно. Да. Но я и морально, и физически Да. должна была подготовлена к чемпионату. Да. Потому что там, например, приходят не так, как я. За 7 месяцев или приходят мамочки, там все приходят подготовленные Морально уже, и физически. физически и Да. морально, годами, которые готовятся. Я это знала, я это понимала. Когда, получается, я уже подготовилась. И с чего все началось? Я выступила на республиканском чемпионате. Ага. Выступив, получается, я выиграла всех своих соперниц, которые уже тренируются здесь годами. Они тоже готовились годами здесь. Все девочки, которых я знаю в сборной. Когда уже я их выиграла, я поняла, что Я значит, могу. получается, у меня лучше получается. И почему я еще стала увереннее? Потому что я почувствовала, что фундамент, который вложили в меня мои родители, вот он начал срабатывать сейчас. Ага. Я поняла, что вот вложенный фундамент дает о себе знать даже после 4 лет, даже после 5 лет, получается, отсутствие в спорте. Когда вы завоевали, что вы тогда почувствовали? Потому что это же уже не та Сабина, которая ходит из чемпионата в чемпионат, Да. и она ожидает такой Да, результат, да? Этого не было. Я не ожидала, во-первых, потому что когда я поехали на чемпионат, и когда мы уже ехали в самолете, я уже мужу поворачиваюсь, говорю, Может, знаешь, не надо? говорю, я не уверена в себе пока что-то. Он говорит, как это не уверена? Говорит, ты всех выигрываешь, получается, всю сборную, таджикскую сборную, среди девочек ты всех выиграла. Ага. Как ты можешь быть не уверена, Ага. если они уже годами тренируются, говорит. Ты, получается, я в чем еще плюс мой? Я, например, если девочек выигрывали, я больше не становилась с ними работать. Я, например, связки или там спарринг. Ага. Там я уже выходила с пацанами. Даже бывало, что и с мужем. Он сам меня гонял лично. И все остальные ребята, которые, получается, старше меня. И все на меня смотрят, ой, как я вас буду бить? Я говорю, бейте так, чтобы я почувствовала, что да, я либо могу, либо я не могу. Был момент, когда, получается, один день я попросила одного мальчика, но это был с другой группы. Он меня особо не знал, и он, получается, давно тренируется. Он пришел совсем с другой секции. Я попросила его поработать со мной. Так Ага. он начал меня избивать. Ага. Так я собралась, в ответ ему начала так же. И вот тогда я почувствовала, что все, Сабина, ты сможешь, у тебя все получится, раз ты работаешь с пацанами наравне. Я Ага. никогда не жалела себя. Если вот даже у меня боли или что-то,
Я отходила на минуту, восстанавливала, и тут же приходила с ними и начинала, продолжала работу. Вот это, наверное, внутренний, как вам объяснить, не знаю даже, как это объяснить, внутреннее желание, я скажу даже, достичь еще больше высот, чем поставленных себе целей, которые я ставила их, наверное, до замужества. А цели до замужества и после как-то они поменялись? Поменялись, потому что до замужества я полностью посвящалась Самой себе? Самой себе, тренировкам, например. Я еще училась в университете, получается. Я окончила университет, Таджикский национальный университет, училась на юриста, закончила красным дипломом. Но после, уже когда я до замужества, мне мама все объяснила. Сабина, когда ты выходишь замуж, в первую очередь ты должна заботиться о семье. Ты должна уже себя поставить на второй план. Я говорю, как на второй план? Она говорит, так, потому что это твоя семья, говорит, зависит от тебя, как ты будешь воспитывать свою семью. И, соответственно, я так подумала, а мой спорт? Мама говорит, спорт забудь уже, говорит, раз ты вышла замуж. Если он тебе разрешит, то красная дорожка. Продолжай, говорит. То есть вся ответственность ушла на Далера. Так и получилось. Как разрешить, так и пойдет. Я и не ждала разрешения. Знаете, вот после маминых слов дала себе, получается, слово, что да, мне главное, получается, не спорт уже. Мне главное моя семья. То есть вы уже настроились я на настроилась то, что... полностью, да, что я буду посвящать себя полностью семье. Не буду выходить. У меня даже в будущем будут мои дети, я их должна воспитывать так же, как и мои родители, чтобы моя семья была наполнена любовью, заботой, чтобы не вот так, что я пошла потренировалась и пришла, я не хотела этого, я сразу же уже взялась, думаю, все, Сабина, надо настроиться на семью теперь. Как я настроилась на тренировки, теперь нужно настроиться на семью. И тут, значит... И тут получилось, что через где-то 1,5 года мне муж предлагает, чтобы я опять начала тренироваться. Я, если честно, не была настроена, во-первых, потому что я уже вот этот настрой к спорту убрала куда подальше. За всю вашу карьеру какая победа вам запомнилась? Много таких. Каждый из них, получается, запоминающий, потому что каждый из них мне тяжело давался. В 2011 году в Северной Корее был чемпионат мира по тэквондо. Тогда мы, получается, вся команда готовилась на чемпионат мира. Я начала готовиться по нескольким видам. Это, получается, по тырям, спарринг, self-defense. Для self-defense я должна была подготовить сложную технику, двойное сальто. И я ходила на гимнастику. Вот, получается, в день по 3 раза тренировки у меня были. Без страховки я попробовала сделать сальто задний. На гимнастике я уже пробовала. У меня очень хорошо получалось двойное сальто, получается, задний. И тут, получается, на тренировке мне предложил мой, получается, президент федерации: давай, может, уже начнем, говорит, двойной сальто, это будет вообще, говорит, если ты как девочка сможешь, говорит, сделать двойной сальто. Я говорю, давайте попробуем. Один раз попробовали, второй раз попробовали, третий раз попробовали. Ну, получается. И это надо было каждую тренировку повторять. И на следующей тренировке, когда я начала опять повторять, и без страховки. Меня держат, но не смогли удержать. Я упала на руку, получается, руку сломала, а через месяц у меня соревнования, я должна выступать. Так получилось, мне гипс поставили, я уже прихожу на тренировки. Каждый раз, и я когда бью, рука вылетает прям вот отсюда. Я чувствую адскую боль, и я думаю про себя, мне это надо, Сабина? Готовиться дальше или не готовиться, или отказаться? Думаю, нет, надо настроиться как-то и выступить. И вот так я с сломанной рукой готовилась на чемпионат. И поехав в Пхеньян, получается, я выиграла кореянку, выиграла 4 соперниц своих, и 5-я была кореянка. Чтобы кореянку выиграть и войти в историю, мне кажется, это очень было сложно, и ни одна из наших таджичек не выигрывала еще кореянок. И в мире, мне кажется, еще не было. Когда я выиграла, мне самой вообще не верилось. Со сломанной рукой, значит, такая. Я уже гипс сняла, я одевала, получается, бинт, потому что без бинта я не могла, но когда при выступлении все равно болел. Ты не одеваешь, потому что нельзя. И каждый удар, который я бью, он вылетает и обратно возвращается на место. Господи! Мне руку поднимает, я тут такая я радуюсь, и при этом чувствую адскую боль, и я никак не могу понять, я выиграла или не кажется. Или что-то происходит, да? Потому что кореяна было очень сложно выиграть, и ни одна еще в мире не выигрывала. Это была моя первая победа, потому что до этого на всех соревнованиях, сколько я выступала, я всегда проигрывала кореянке в финале.
либо второе место, либо третье. Но в основном часто уже последние, сколько я выступала, все последние 3 чемпионата я проигрывала кореянке и со вторым местом возвращалась. Так. Но когда тут я выиграла, у них же, получается, в стране, и все в шоке, и все смотрят так на меня, будто как это, невозможно такое. Но зато меня запомнили все кореянки после этого. Какой бы чемпионат я ни поехала, все: Сабина здесь, я говорю, я здесь. И все так на меня смотрят, типа вот сейчас она опять выйдет. И вот после этого у меня началось, я 3 раза подряд выиграла кореянку после этого же чемпионата. Всегда, знаете, в народе говорят о том, что с родственниками очень сложно работать в одном месте. Да. А как же бедной Сабине, когда у нее муж тренер, Да. ее тренер? Я его жена. Я только, узнаю его характер, его мимику, где он, получается, например, доволен чем-то недоволен. Ага. Получается, тогда мне было немножко тяжело, я не понимала, когда, если у меня удар не получается, я злилась на себя, но у меня, может быть, лицо меняется, и он такой: ну что ты без настроения? Он подходит с таким этим строго. Я говорю: он строго начал меня спрашивать, значит, он чем-то недоволен мной, Ага. значит, и я начинала смущаться или начинала как-то себя неловко чувствовать. Но понимая сейчас, я наслаждаюсь тем, что он мой муж, он мой тренер, он взглядом мне объясняет, доволен моей работой или нет. Недоволен. Как вообще произошло вот это вот судьбоносное слияние вот этой семьи спортивной? Получается так, когда я попала в сборную, я тренировалась у своего тренера, и Ага. попала я в сборную. Когда к нему уже, я смотрела на них, я восхищалась тем, что это именитые спортсмены. Это на самом деле достойные уважения спортсмены, которые, получается, на мировых аренах, получается, занимают только первые места. С чего и началось то, что мы начали достигать этих целей и занимать первые места. Ага. Видя этих спортсменов, мы восхищались их, получается, настроем, уверенностью. Вот это мне в нем и нравилось. Не только в нем, там были, получается, все самые именитые спортсмены. Мгм. В 2012 году, когда мы вместе уже, получается, у нас все титулы почти одинаковые. Вот он занимает, я занимаю первые, он занимает, я занимаю первые. И нас позвали вот так же на интервью. Я прихожу в офис, и он там сидит. Он увидел меня, обрадовался, говорит: ой, ты тоже пришла? Говорит: ты тогда будешь на таджикском языке говорить, говорит, а я на русском. Ага. Мы засмеялись, хорошо. Мы интервью дали, получается, выходим после интервью уставшие, там было очень долго, потому что каждое видео эти показывали, там медали. Вышли уже уставшие, уже мы, потому что утром пришли, а тут уже обед. Он говорит: пошли пообедаем. Я говорю: нет, говорю, я не пойду, Акидалер. Я Сабуним его называла еще. Это Сабуним, это тренер. Да, Я говорю: нет, не пойду. Он говорит: какой Сабуним? Говорит: я твой, говорит, Далер, говорит, я не твой, не Сабуним. И мы так смеялись, и вдруг начали говорить. Он говорит: пошли пообедаем, говорит, будешь со мной сидеть болтать. Ага. Я пошла, думаю, почему бы нет, мы с одной командой, получается, у нас никаких таких мыслей не было. И что бы не поесть? Поесть и поболтать, получается, из своей же команды, получается, которая на самом деле, я тем человеком, которым я восхищаюсь, Ага. получается, мне было интересно, и ему было интересно вот узнать, наверное, поближе друг друга. Хотя мы уже знаем, какие мы на самом деле, кто из нас кто есть. Да. Мы это тоже уже понимали, получается, из какой семьи. Мы уже тренируемся 5-6 лет вместе, никакого увлечения к друг другу не было. Вот тогда первый раз и появилось у нас. Мы когда сели, начали разговаривать, я почувствовала, что я ему стала интересна, он мне стал интересен. Не в том плане, что парень и девушка, а вот как человек. Ага. Я увидела вот это внутреннее богатство его, которое, получается, привлекло меня к этому общению, что мы начали уже общаться, уже как. И вот так все началось потихонечку, потом уже начали смс-ки. Вот так мы в течение месяца начали узнавать себя. А потом он уже начал мне писать: чем занимаешься? Приди на тренировку. Я говорю: мы, получается, дали себе отдых до этого. Все, у нас отдых после чемпионата, мы должны отдохнуть. Типа: а что ты не хочешь, что ты халтуришь? И вот началось. И вот так смс, и вот уже перешло на более. Ага. Я почувствовала, что это тот человек, с которым я хочу дальше, наверное, прожить свою жизнь. И так же, как он сказал, когда я первый раз увидел в интервью, где он говорит: я увидел первый раз Сабину, и сердце ёкнуло. Ага. Наверное, вот он вот это сердце ёкнуло, и он начал знаки внимания уделять. Я тоже потом, получается, когда увидела вот эти знаки внимания, что на самом деле достойный человек, которого я бы хотела увидеть рядом с собой в будущем. До этого говорили о том, что в моей жизни очень много значат родители, значил отец. Как мы знаем, к сожалению, в прошлом году вы его потеряли.
И до этого, до съемок мы с вами общались на эту тему, и вы сказали такую фразу, что вот ты потерял человека, самого дорогого, и ты не знаешь, как дальше продвигаться. Честно, было очень тяжело потерять отца, потому что в том году я потеряла свою свекровку. Потеряла свою, получается, Далера бабушку потеряла свою бабушку. Палочку-выручалочку, которая при беременности всегда была рядом, поддерживала во всем. Потеряла потом своего отца. Но потеряв отца, это был для меня очень большой удар, потому что, мне кажется, это незаменяемый человек был для меня в жизни, потому что он играл большую роль в моей спортивной жизни. А когда я уже ходила вне спортивной жизни к нему, это мой советчик, это мой наставник, это мой человек, который всегда во всем поддерживал меня. Даже бывали моменты, когда перепад чего-то. Перепад в жизни бывает иногда, у всех. У всех, конечно. Он всегда вот так сажал меня и всегда красиво объяснял. Не было вот этой грубости. После этого ты начинаешь понимать, что внутри все, опять он зажигает внутри все. После его слов ты начинаешь опять идти к цели. Ты начинаешь достигать еще больше. Потеряв его, я немножко потерялась в жизни. Вот сейчас я почувствовала, что после отца мама заменила нам отца, получается. Хоть это невозможно, но я вспоминаю те дни, когда они вместе работали. Я представляю, что папа внутри, получается, моего сердца. Он будет всегда рядом, мысленно и это душевно. Я чувствую, что папа внутри меня, как бы ни было, потому что он воспитал меня, он, получается, двигал меня вперед вместе с мамой. Вот сейчас мама нам, получается, заменяет отца, потому что если бы мамы тоже бы не было, было бы сложно. Несмотря на то, что их рядом сейчас отца нет, я должна двигаться, потому что он всегда говорил, это все временно, Савина, ты должна двигаться вперед. Сейчас у вас есть школа, да? Да. Где вы тренируете, где тренирует ваш муж. Получается, вы отделились от федерации. Как сейчас у вас там обстоят дела? То есть, когда ты тренер, это уже другие цели, другие задачи. Когда ты спортсмен, ты работаешь только на себя, тебя волнует только ты. Да. Как это все происходит? Раньше, когда я сама готовилась, я ставила себе цель, что я должна достигнуть этого. А теперь я обучаю своих учеников, чтобы достигали своей цели. Не только получается, чтобы вот сейчас выступили и на этом все. Я их воспитываю так же, как воспитывали меня по жизни. Чтобы они становились, получается, лидером по жизни. В жизни. Во всем, не только в спорте. Но и чтобы, получается, у них получалось добиваться своих целей. Спорт – это увлечение, как все говорят. Но и многие могут создать, получается, из спорта работу, хобби. Да. Это А спорт это увлечение, Сабина? Я не думаю, потому что вот сейчас это моя, получается, работа. Ага. Я совмещаю, получается, спорт с семьей. Это, получается, моя вторая семья, мой второй дом, где я, получается, воспитываю также детей. Вот как меня воспитывали родители, получается, вот у меня 2 сына, я воспитываю своих детей. Но когда я попадаю в зал, я воспитываю чужих детей. Это уже, получается, чужие дети становятся как мои родные. Я их также хочу воспитать, потому что я их тренер. Куда бы они ни пошли, они будут вспоминать обо мне, потому что я их воспитываю не только как бить удары, а как вести себя по жизни. Как научиться преодолевать все эти трудности жизни. Можете дать несколько советов тем девочкам, спортсменкам, которые должны найти вот этот вот баланс между семьей и своим любимым делом, а в нашем случае спортом? Когда начала работать и совмещать семью, у меня в голове есть весы, где я, получается, должна, если уделяю своей семье, если я взялась за работу, то я должна уделять такое же внимание своей работе. Если я буду уставшая дома и приходить на работу такая уставшая, то у меня ничего не получится. Я даже несмотря на то, что я уставшая, я собираюсь, я иду на работу также. У меня начинается день заново. Я иду к новым ученикам. Так же, как я веду, получается, со своими детьми себя, я также должна вести, получается, на работе себя также. Радовать, чтобы, видя меня, они, получается, наполнялись этой радостью. В первую очередь заботиться сначала о себе, перевоспитать себя, поставить себе цель.
если я успеваю по дому, успеваю за детьми. Ага. Вот у меня нет помощницы, мне никто не убирается дома, ни посуду не моет, или я все готовишь? делаю сама. Я не люблю, например, кого-то чужого пускать в свою семью. Это первое мое правило. Не пускать чужого никого. Почему? У меня секретов нет. Но если я сама начинаю все это делать, я понимаю ценность каждой работы, получается, ценность своей семьи, ценность всему, получается, все, что окружает меня. Я стараюсь делать все сама. Если я успеваю, получается, в домашних делах, я успеваю смотреть за детьми, успеваю за мужем, успеваю заботиться и давать вот эту любовь им, то тогда и я смогу спокойно и Все работать и остальное дальше. сделать. Какие сейчас у Сабины цели и задачи? Первая моя цель – это что мой сын сейчас закончил школу с отличием. Сейчас я не выступаю. Я пока готовлю своих учеников. У меня есть один ученик, которого я тоже хотела бы, чтобы он стал чемпионом, был более такой уже мужественный. И третье, получается, открыть свою собственную группу. Да? Да. Вот пока вот это все мои поставленные цели. Ну что ж, Сабин, мы желаем вам искренне, чтобы все ваши цели поставленные, обязательно вы их достигли. Все Спасибо мечты, чтобы большое. ваши сбылись, чтобы все ваши ученики достигнут всех желаемых высот. Спасибо большое. Спасибо вам большое за ваше время, за то, что вы пришли к нам, потому что мы вас очень долго ждали. Спасибо вам большое тоже за то, что пригласили меня. Дорогие телезрители, ну а мы с вами на этом прощаемся. Желаем вам всего хорошего и оставайтесь с нами.